Это не просто огород, а отдушина для Лейлы Гелисхановой. Личное подсобное хозяйство для нее прекрасная возможность пообщаться с природой и порадоваться результату, достигнутого своими руками. Малины, клубника, персики, груши, черешня, вишня разных сортов. В республиканском конкурсе учитывают не только масштабы хозяйства, но и разнообразие выращиваемых культур. Так что это тоже не маленький плюс для Лейлы. Немецкий янер, рынетка я хажбыр. Так что больше холчим такой горький вкус, но компот и самый раз компот что хосху не оторвать. Ханс уже поспеть я того, ханс компот шаим отсидишь. Что хосажил быр. К слову о компоте. Благодаря своему огороду семье Гелисхановых практически не приходится ходить в магазин. У них есть все, что нужно. Экологически чистые и свежие продукты. А на зиму Лейла вместе с невесткой делает соленья, варенье, компоты. В хозяйстве она выращивает все, что любит в кулинарии. Здесь и овощи из борщевого набора, пряные травы и помидоры с огурцами для свежего салата. Код рассад меня, я код зини, зунгат уже цветешь, засуха, дух подкормки, дух кахидиш, хани, но дел кахетн цани, еще дик хахани ушар, мой оснастыш. Багой, ну что хози. Как раз хаяха, о, еще качать, шехет, шоколаде масса сдал их новый урожай, собирать идеи школаха. Шинкати парини азерш. Любовь к земле она питает с детства. Отец Лейлы – заслуженный кукурузовод ЧССР. Учил ее правильно обрабатывать и подкармливать почву, чтобы та была плодороднее. Так, с 6 лет женщина сразу после школы шла помогать маме полоть грядки. После замужества земледелие она не бросила. Напротив, начала еще глубже изучать культурные растения и приучать к этому детей. Хосхет хонёх цар заразила ты нас мама я жба школ же квадаю хам квартал помидор нарс что цар лелё но ёх участка жлеле цар бадари алч шош замик участка жлелё цар так что катха ёх участок мчит хост свое удовольствие лил до казя хам сагон не залил дечим лил дац ханзм шимал до хам хаит закапеки дым алис это хай бешер хай квар хадяка мухозм да чамбулш. В республиканском конкурсе на лучшее подсобное хозяйство женщина участвует во второй раз. Лейла обратилась в местную администрацию, собрав нужный пакет документов. И вот сегодня она в числе тех, кто будет бороться за главный приз. Проект инициирован главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. В прошлом году он лично поздравил победителей, вручив им заслуженные призы. Но ханзляхта цаня дукахик бизнес нахмачев халбох мабиз ба на самом деле чамбион сак иссадич. Так что якахик жнаха но осылдури чуариас хогел жерса. Мас не дал эту бахкал. Конкурса чаквалы шона диалриасхал. Проходит республиканский конкурс на лучшее подсобное хозяйство второй год подряд и обещает стать традиционным. По условиям конкурса победителей будет 23. Призы от полумиллиона до 50 тысяч рублей. Хава Гайзикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.